ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 1,5 месяца назад сотрудников Ухта-Горзеленхоза взбудоражило известие, что у предприятия планируют изменить форму собственности. Из муниципального унитарного его хотят сделать казенным. Казалось бы, неважно, но работники испугались, что для организации это может означать потери. Сегодня Горзеленхоз выполняет большой объем работ, убирает город, следит за зелеными насаждениями, занимается выращиванием и продажей цветов, саженцев и так далее. Всего не перечислишь. В компании работает более 80 человек. А главное, предприятие не убыточное и может себя содержать даже в сложные времена. Предприятие создавалось годами, десятилетиями. Его создал структуру, его создал Евгений Михайлович Алексеев в свое время. И он создал это грамотно, что на сегодняшний день предприятие может себе позволить работать стабильно, несмотря на то, что муниципалитет не всегда вовремя оплачивает работы. Иногда у нас начинаются оплаты, например, в апреле месяце за наши работы. И мы живем за счет того, что работа с собственного производства, за счет того, что мы обслуживаем еще сторонних заказчиков и за счет работы наших магазинов. Перейдя в казенное предприятие, у нас по Гражданскому кодексу могут в любое время изъять любое наше имущество. И почему мы не говорим, сейчас не заявляем о недоверии, допустим, существующей власти, но мы сейчас говорим о том, что власть меняется, и кто его знает, что будет завтра. По сути, учитывая объем работ, конкурентов у Горзеленхоза в городе нет. Тогда, 1,5 месяца назад, звучало, что перевод в новую форму собственности будет сопровождаться добавлением новых обязанностей для компании. То есть фронт работ увеличат, но при этом ожидается увеличение финансирования и расширение штата. После ряда писем в адрес онлайн-приемной главы и петиций с более чем 50 подписями с людьми встретились в городадминистрации несколько раз. На наши вопросы был ответ, что все будет хорошо, ничего конкретного нам не было сказано, поэтому мы до сих пор у нас беспокойство, волнение. Сказано было, что добавится больше объемов, то есть передадут нам парки, памятники. Конкретного по плане экономическом нам ничего не сказать. Казалось бы, ситуация себя исчерпала. Людей успокоили, пообещали, что все будет хорошо. Однако часть сотрудников связалась с сыктывкарскими коммунальными предприятиями, которые также пережили реорганизацию в казенную форму собственности. По рассказам, ничего хорошего это не дает. Более того, для компании лишь минусы. И теперь люди опасаются, что несмотря на успокаивающие высказывания, с ними будет не лучше. Зная наш бюджет городской, сейчас активно его принимают. Мы были на слушаниях, смотрели это все и не увидели там дополнительных заложенных под нас мощностей. Мы боимся, что их и не будет, а все это останется на словах. Бюджет еще не принят, никто детализацию нам не дает этого бюджета. Тяжело сейчас посмотреть, что за нами под нас закреплено. Но все эти самые объемы мы можем выполнять и на основании тендера, конкурса, выиграть их вместе с остальными работами, так как конкуренции у нас как таковой нет по городу. И те же самые работы мы будем обслуживать те же парки и все дополнительные объемы. Плана как такового нет. Мы не политики, чтобы устраивать эти глобальные какие-то противостояния и прочее. Да, мы на своем маленьком уровне пытаемся как-то донести свою точку зрения. Хотим, чтобы нас услышали, выслушали. Да, чтобы это решение было принято коллективно, мы бы привели свои минусы, которые, как мы их видим, да. И, может быть, действительно удалось бы переубедить и как-то доказать, что в той форме, в которой мы находимся сейчас, это будет гораздо удобнее и эффективнее и выгоднее для города. Что и город будет процветать, и мы не увянем. Сейчас ситуация пока застыла на месте. 6 декабря должно состояться заседание депутатской комиссии, куда пригласили в том числе часть сотрудников Горзеленхоза. На 7 декабря также намечена встреча с должностными лицами городадминистрации для обсуждения производственных работ на 2017 год. Так звучит формулировка. Будут ли их снова успокаивать, люди не знают, но надеются, что к их мнению прислушаются и позволят также поучаствовать в принятии решения об их собственной судьбе.